Ассаламу алейкум, подписчики. Всем привет. Я рассказала вам или нет? Если рассказала, ничего страшного. Повторно еще это, наверное, будет. Если не рассказала, это будет новый ролик, это видео. Насчет, что я когда приехала в Судан, это всем сказала, что я замужем, а у меня это не было колечко на этой палец. Они сказали, нет, ты врешь, либо ты это как это. Не любишь одевать золотые вещи. Я сказала, я не вру, я замужем. А потом, что еще было там, это прикол, что часто меня сватались. Однако мы вообще-то как это пришли с учебы, вечером было, это как мы сидим, общаемся это на это балконе. Там охрана отправила девочку, что кто-то приехал за мной. Говорит, Фируза, за тобой кто-то приехал. Я говорю, никто не должен за мной приехать. Потом девчонки наши соседки вышли из балкона, смотрят, говорят, ой, какой это богатый человек на машине приехал. Говорит, Фируза, это, наверное, твой друг. Я говорю, мне не то друзья. Я говорю, друг, это мужчина, я никого не знаю. Потом эта девочка говорит, что он это бывший, это жених Фируза. О, как его зовут, Мубарак? Я говорю, да, он мне это в Москве сватал. Я отказала. Зачем он приехал, интересно? А потом девчонка говорит, хоть ты взгляни, на какая машина приехала. Я говорю, мне не интересно, на какая машина он приехал. Если вам интересно, идите сами взгляните. Потом девочка прикалывала, говорит, ой, говорит, вот замужняя женщина сватает, а мы девчонки не замужние, никто нас не сватает. Это что за несправедливости? Я говорю, хочешь это? Я скажу, что на тебе женился. Нет, говорит, конечно, он же на тебе это хочет жениться. Я говорю, я замужем. Как я за него ухожу замуж? Во-первых, я говорю, я его отказала. Во-вторых, я замужем. Говорю, во-третьих, я не приехала сюда, чтобы они так издеваться надо мной. Они не знают, что я замужем. Ты одевай кольцо, говорит. Хорошо, говорю. Поеду этот раз. Это. Прошу брата, купи мне кольцо. Вот. Даже это в студенты в университете тоже они это наши соседки сказали, что Фируза, тебе студенты интересуют, что это. Если она хочет, мы сватаем, посмотрим вариантов жениться. Я ей сказала, что я замужем. Потом приехала на каникулы, брат спросил, что это обручальный нужен. Брат говорит, вот обручальный мой, если тебе подходит, одевай. Я купил, и это, как это одевал. Потом знал, что мужчине нельзя это золотые вещи это одевать. Я перестал его одевать. Если подходит, одевай. Если нет, я тебе куплю эту обручалку. Я одевала, а мне подошла эта обручалка. И потом обручальное кольцо. Потом приехала, потом сказала, вот я замужем. Сказали, нет, ты врешь. А потом у них это обычаи замужней женщины, они как это кончики это свои пальцы, они это крашут хной. Что это значит, это замужняя женщина. Потом я красилась, это хной я ходила еще в Судане, что они восприняли меня это замужнюю женщину. Вот так у меня была жизнь в Судане. Они еще прикалывались, что почему тебе сватают, а нас не сватают. Это что за несправедливости? Я еще мальчишкам сказала, почему девчонки не сватают. И мальчишки сказали, это не мы, это жених, и не мы женимся. Мальчишки на кого хотят, на то это они сватают. Вот так. Жизнь у меня это было все это веселое, как говорят, и смешное. А потом они еще спрашивают, как ты письма не получаешь? А девчонка говорит, давай понарошку наши письма, это покажем, что твой муж писал. Они же не понимают русский язык, давай покажем. Понарошку тоже мне пару раз показывали, что это письма я получила это от мужа. Но ни разу я письма не получила, ни разу он это на мои письма не ответил, ни разу он мои письма как получил, читал, но не ответил, ни разу не писал это письма. Понарошку она мне поддерживает, давай вот показывай, скажи, что это твой муж это писал. Это письмо от мужа ты получила. Я говорю, хорошо. Вот такая у нас была жизнь, студенческая жизнь, так вообще веселая такая. В Судане. Я же говорю, самое лучшее место студенческой жизни это в Судане было. Самый это моральный тоже, это мне как это крепкое стало. Да, как же есть пословица, расстояние это прибавляет, как добавляет любовь. Я вот 5 лет это жила далеко от мамы, 2 года в Москве, 7 лет. Я больше стала любить свою маму, родителей, маму, папу. Больше хотела побыть с ними. В 7 лет я как это, от них это как, отделилась, да. Мне как-то очень сильная любовь как это к папе, маме была, что до их этой жизни я буду рядом с ними. Я буду как это за заслугу, которую они мне дали, разрешение, что поехать учиться, получить это, за это я должна папу, маму как это держать из-за приказа Аллаха, что папу, маму как это в старости, что быть рядом с ними. Вот так. Благословение.